Один человек, здоровый, мыслящий человек, он может в любом конце земного шара хорошо устроиться, жить, пользуясь всеми благами. Но я не могу себя отделить от судьбы своего народа. И не отделял, и не смогу. Алпусика, Полдина, Ласкаратариш, Селот, Сала, Напада, Алхан, Савайо. Что в течение часа все вопросы можно решить. Родов, депортации, колонизации, выход людей. Сесть. Мы ведь не садились за стол переговоров на правительственном уровне ни один раз. Вы хотите встретить с Ельциным? А? Вы хотите встретить с Ельциным? Ну, видите, желание я, может, не испытываю, а необходимость есть. Мое место в военной структуре. А в военной структуре я искал элитарную часть этой структуры и нашел ее в летной работе. Которые задавали мои оппоненты всегда при встрече, это был козырный вопрос. А сколько у вас героев? Чтобы подчеркнуть, что ведь все герои чеченцы, они были под запретом, а те, которые были и расстреляны, и вообще якобы не участвовали в войне. А сколько у вас генералов? Знаешь, что у нас ни одного генерала в советской армии нет и не было. Но потом мне пришлось отвечать, что каждый чеченец герой и каждый чеченец генерал. Я миллион первый. Если не веришь, можешь подойти к любому чеченцу и сказать, что ты не герой и что ты не генерал. Ну, тогда посмотрим. Я не чувствую никакого страха перед смертью. Никакого. Да, я чувствую страх перед Всевышним. Не согрешить бы и не быть виновным перед Всевышним. Земного страха нет. Земного страха нет. Я готовлюсь встретиться с Всевышним с чистой совестью и незапачканным мундиром. Лучше умереть, чем быть несвободным. باب الحق خودتنا ومسجدنا معسكرنا وحق الله يحفظه جنود الحق والإيمان فلا ظلم سيضربنا ولا ظلم سيضعفنا فقلعتنا سيحميها جموع الشعب في الميدان قم فإن الله لا يرضى
потом солдат посылать. Какой? Нам надо уходить. Правильно, конечно. Что там будет? Пусть это градом. Конечно, после драки кулаками не мат. Но надо градом. Артуха в горы полезла. И там делать в лесу. Она должна сюда долбить. Кусок села не можете взять. Кусок села не можете взять. Ты не вон, сука, где. На окраине села, ты туда не ехай, там стреляют. А вы откуда? Класс 19, мы с Уссурийска, Пскова, ГРУ, спецназ. Сейчас, вот, по моему мнению, я вот с этой вот войны так совсем, для себя сделал вывод, с ними надо или жить дружно, в мире и согласии, по-братски, да, или надо их всех уничтожить. Просто так вот держать на коротком поводке, периодически их там палкой по голове бить, значит, там, поставить на свое место, этого не пройдет. Часто приходилось слышать такие вот моменты, что тут надо всех их вырезать, там, как до чеки колеса, там, как кто эти самые, как Чингисхан там вырезал в свое время, значит, и все. И никаких проблем не будет. Если так поступить, то, конечно, да, проблем не будет больше. Они очень хорошо знают, что Россия сделала для Чечни. В течение 300 лет. Вот сколько 300 лет чеченский народ существует, 300 лет чеченский народ воюет с Россией. 300 лет. Все наши отцы, деды, прадеды всю жизнь воевали с Россией. Мы проиграли в этой войне. В силу нашей неорганизованности и многих других факторов. Дурноты в том числе. Вот. Надо Чечне давать свободу. Мы реалисты. Надо Чечне, если она хочет, давать независимость. Сказать вам, почему началась война? То, что решили выбрать президентом Путина. Потому что без этой войны никто бы Путина не выбрал. Его и не знал никто. Понимаете? Вот, как говорится, Путин и война – близнецы-братья. Recognized by all Chechen clans as an excellent fighter as well as a spiritual leader. Наша идеология, она простая очень простая. Но я, понимаю, что против этой идеологии поворачивается сегодня мир. То есть мир, не хочет истину. Однозначно его время должно прийти. Не сегодня его время придет, завтра придет. Я думаю, эти выброски и сегодня мы видим в мире. Еще раз и 100 раз я готов повторять, что мы боремся за истину. И если кто-то будет приводить нам примеры, факты, доводы, приведите, я говорю. Вы мне не показывайте тех людей, которых голову резали англичанам. Вы их не показывайте. Мне вот они, чеченцы. Нет, это другая сторона. Эти те люди, которые воспитали спецслужбы, которые спецслужбы использовали в своих целях. И засняли этот момент и показали миру. Почему? Потому что России нужна война. Они хотели еще раз повоевать с нами. Почему? Потому что они были просто опозорены перед миром. И вот они набирали скорость. Они провели работу, огромную работу среди нашего народа. Они провели огромную работу вокруг лежащих республик и в Дагестане, и в Осетии, и в Ингушетии. Они провели работу и в Европе, и в Западе, и в России, и везде в мире против маленького чеченского народа. И почему все это? Потому что уничтожить этот народ. Единственное, я вижу это. Hamzat Gilayev died fighting in the mountains of Dagestan. The Russians transported his body to Rostov, and his family still hasn't been permitted to give him a proper burial. Век героев прошел. Грядет время дряхлых стариков и беззащитных крестьян, бесчестных старейшин и сладкоречивых льстецов,
лживых проповедников и продажных имамов. Это времена мужчин в платьях и скверных женщин. Времена лицемеров и подлецов, жалких рабов и гнусных предателей. Лучшие мертвы, а худшие живы. По земле нашей свободно разгуливает урус, размахивая шашкой. Муллы читают проповеди, писанные в казачьих уездах. Старосты выстраиваются в очередь с доносами на самых близких. Глупые юноши, распираемые фальшивой гордостью, щеголяют в царских мундирах. А наши дети будут прислуживать тем, кто убивал наших отцов. Наступает темнота, в которой канут в безвестность имена предков и подвиги героев. И не разбудит нас на рассвете орлиный крик, созывая лучших сыновей на бой. Что касается хиджабов, в нашей культуре, имею в виду наш традиционный ислам, никаких хиджабов-то нет. Почему обязательно должны проводить шариатские направления, шариатские суды? У нас есть конституция. Я, будучи мусульманином, автоматически перекрестился, что вот такая была ситуация. Я призываю всех пойти на выборы. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, верно служить многонациональному народу. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. Всегда, везде, во все времена от имени народа всегда много желающих выступать, защищая якобы его интересы. Так было всегда и с Чечней. Но никогда в Чечне прямо не обращались к народу. Вот это путиновская война. Шакал бесподобный. Ай, мать его родила, этого Путина. Вообще он рожденный в этом земле. В масштабе, государственном масштабе, террорист. Террорист номер один. Террорист. Никогда не спрашивали народ Чечни, чего же он сам хочет. Вы вот скажите, чтобы это Путин, чтобы проклятие, чтобы он знал когда. Пока один чечен будет живой, Северный Кавказ и Грозный Чечня не будет вас. Ты можешь нас уничтожить, но наш дух не сломать тебе. Молодец. Наш дух не уничтожишь, товарищ Путин. И народ Чечни дал ясный, понятный. Путин, чеченцы тебя никогда не простят.